Если есть нужда, то поднимаются наверх. Сейчас вам специалисты про это расскажут. 5 метров всех. Да, пожалуйста, это... До 30 человек. Все время ходит. Ну, ребенок, когда будет что-то. Ну, понятно. Можно дальше? Ну это вы вот по Людмиле Александровне скучали или по... Не, я сказал, что моего учителя нету. Вот, Я тогда понятно. направляла правильно, чтобы я занимался. Не просто, а правильно. Для вас это обычно да, они обслуживаются, они обслуживаются, так сказать, за деньги. Потому что... Ну, мы в следующий раз у вас можно будет, да, вас посадить? Конечно, обязательно. А можно на обратном пути? Ладно, Будете сейчас сверху. А вы сделаете вид, что нет, нет. Да, жизнь это штука такая. А вы давайте вот сюда, и ваша дама уйдет. Я боюсь, что будет больше сейчас. Ходим много, передвигаемся так спокойно. Медицинские показания это тайна вообще, надо никому не говорить. Не, мы близко не подходим. Все, что необходимо. Так, вот тут у нас тоже второй же холл. Да. Вот тут люди. Евдокия Ивановна, гостей принимайте. Здрасте, дорогая. Здравствуйте. Здрасте. Христос воскрес! Воистину воскрес. Да, я Это- тебе яичко дам. Ну, ладно, чуть попозже, хорошо. Здравствуйте. Это гордость Здравствуйте. учреждения. Здравствуйте! Да, Христос воскрес! Воистину, Евдокия Ивановна, Вот это вот подарочки в честь праздника. Опа. Ой-ой-ой! Вот Ой, сюда. спасибо! вот цветы вам. Спасибо! Очень хороший букет. Долго будет стоять у меня водички. Как всегда у вас насыщенная поездка. Какая цель поездки, каковы впечатления и о чем с утра говорили с главой региона? Вы знаете, это действительно такое плановое посещение региона. С утра мы с руководителем области говорили, обсудили вопросы социально-экономического развития области, решения социальных проблем. Он такой больше. Ну и мы понимаем, что сегодня Владимир Владимирович совсем недавно в качестве губернатора. И, конечно, мне было очень приятно посмотреть, что приоритеты определены очень правильно. И это очень здорово. Все остальное, я думаю, Владимир Владимирович скажет. Давайте сначала, посетив этот дом, какие-то задачи уже для себя поставили? Ну, во-первых, дом в очень прекрасном состоянии. 9 лет, на следующий год у нас будет десятилетие, будем юбилей с вами отмечать, да? Все содержится очень толково. В надежных руках, грамотный руководитель. Видно по реакции ветеранов, которые здесь проживают, не наигранная. Ветеранов не надо. Это, так сказать, не та категория граждан, которым нужно ставить задачи, не специально сказать, видно чистые глаза, откровенный разговор. Вот. Есть пожелание, значит, было к десятилетию приобрести одну машину скорой помощи, мы приобретем ее к 9-летию. Вот. А что касается десятилетия, то с учетом, опять-таки, по информации ветеранов, поверьте, этот вопрос им однозначно никто не просил передо мной ставить, они просили улучшить качество воды. И сегодня, когда докладывает руководитель, есть работа с документами, проектно-сметной документации, цена вопроса будет, может быть, в размере 5 миллионов, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Поэтому вот эту задачу мы решим, постараемся к 10-летию, может быть, с более коротким сроком. Не к 10, так раньше. Понимаете, все зависит сейчас от документации.